И снова всем здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня распаковка. Я получила большую партию открыток. И хочу сегодня вам показать, какие открытки мне пришли. Давайте все вместе посмотрим, что же нам прислали. Здесь я уже разрезала. И будем сейчас вытаскивать и смотреть. Так, положили в картонку. Чистая картонка. Так, положим ее в сторону. Этот тоже положим в сторону. Так, тут все написано, подписано. Все очень аккуратно, все очень хорошо упаковано. Спасибо продавцу Юрию из Калужской области. Так, для начала давайте попробуем открыть этот конверт. Здесь написано 8 марта, 10 штук. Вот такая вот кошечка красивая. Художник Мозибах 95-го года. Такая открыточка. 78-го года. Ой, 79-го. 8 марта. Такие красивые подснежники. Далее у нас с праздником 8 марта. Это у нас 78 год. Художник Иванов. 8 марта я как бы не заказывала. Просто он мне объяснил так, что одна открытка из моих лотов была ранее продана. И из-за этого он мне положил как бы бонусом вот эти открытки. Поэтому эти открытки пойдут у меня на обменный фонд. Все открытки чистые. 8 марта, раньше не помню такого, например. Это 69-го года, художник Елагина. Калининг, полиграф-комбинат. Вот такая вот открытка. С праздником, дорогие женщины. Художник Куртенко, 78 год. Такие красивые открыточки. Уже сразу как-то навеяло весной. А у нас во дворе только начинается зима. И скоро-скоро будет Новый год. Так, советский художник. Москва, 68 год. Художник Елагина. Вот такой вот. Такая открыточка. Тоже из ранних. И художник Румянцева. 88 год. Изобразительное искусство, Москва. Вот такие вот замечательные открытки пришли на 8 марта. Тут отдельно белки. Вот такие вот белочки. Это у нас Достян, художник 80-го года. Такая вот белочка красивая. С Новым годом написано. Еще раз с Новым годом. Белочка. Художник Манилова. 81 год. Вот. Красивая открыточка. С синичками. С белочкой. С Новым годом. Вот такая вот сказочная открытка. Он играет на музыкальных инструментах. Лесные зверишки. Художник Воронкова. 85 год. 1 100 000 тираж. По-моему, такая открытка у меня была. Ну, если повторы попадутся, то пойдут в обменный фонд. Художник Исаков, 88 год. Все открытки чистые. Так, Исаков, 82 год. Такая вот открыточка. С Новым годом, по-моему, эта открытка ранняя. Да, это 61 год. Издательство «Правда», Москва. Тираж 700 000 всего лишь.
Художник Манилова. Вот одна из ранних работ Маниловой. 61-го года открыточка. Она двухсторонняя, как бы. Вот открывается и внутри чисто. В очень хорошем сохранении, я бы сказала. Новым годом. Вот такая вот открыточка еще. Соколова. 83-й год. Белочка Манилова. Манилова 81 год. То же самое. Вот такая вот еще белочка. А, это даже подписанная попалась, оказывается. 85-го года. Художник Исаков. И вот такая вот еще открыточка. Это уже чистая. 91 год. Художник Достян. Вот две открыточки художника Достяна. Заклеили все поверх конверта. Еще заклеили скотчем бумажным. Вот такие вот красивые открыточки пришли. Кроме этого еще и елочные игрушки. Собираю еще значки. И монеты еще маленько собираю. Поэтому есть что собирать. Сильно, чтобы не распыляться, я выбрала себе очень узкую тему для собирательства. Так, это открытка у нас 59-го года. А, нет, 60-го года. Август тут написано. Ага. Издательство «Советский художник». И.К. Собакин. Угу. Ленин, Горках. Выставка произведений художников Московской области 59-го года. Вот такая вот открытка 60-го года. Вот еще открыточка. 8 марта с праздником. Это у нас 66-й год. Почтовая карточка написана. Цветное фото. Смолякова. Оформление художника Сидоровой. Редактор Бальчевский. Вот такое вот. С праздником 8 марта. Открыточка тоже интересная. Вот еще одна открытка с праздником. Тоже, видимо, 8 марта, потому как нарисована береза с зелеными листочками, распускающимися. 1966 года. Советский художник, Москва. Вот такая вот открытка. Москва, 90-й год. Изобразительное искусство. Ага. Это у нас открытка с Новым годом. Мини-открыточка такая вот. С праздником октября. Это тоже одна из старых открыток. Да, старые открытки. Это 1965 год. Художник И.С. Филиппов. Вот такая вот открыточка. Очень в хорошем сохранении. Живут две белки высоко, до них добраться нелегко. Открытое письмо из АГИС. Ух ты, тут марка, смотрите, тех времен. Настоящая приклеенная, 25 копеек. Маркировочка. Ага. Тираж 2 миллиона. 54-го года. Смотрите, какая открыточка. 54-го года. Милая открытка такая. Вот из серии «Дети». Открытка. Ага. Советский художник. Ленинград, 70-й год. Сычков. Калужские крестьянки. 1909 года. Ага. Государственный Ярославо-Ростовский историко-архитектурный художественный музей-заповедник. Эта картинка, оказывается, находится в том музее-заповеднике Ярославско-Ростовской. Так, 1970 год. Советский художник. Вот такая вот красивая открытка. Очень даже симпатичная. Так, по-моему, это Четвериков. Даже такая открытка, по-моему, у меня была. Ну, посмотрим. Я
сравню, что у меня есть, чего нет, я пока не могу знать. 1988 год, Четвериков, изобразительное искусство. Тираж 3 миллиона 200. 3 миллиона 200. А это, наверное, в год кролика. Посмотрим. Ага, тоже 1988 год, тоже Четвериков, изобразительное искусство. 3 миллиона 100 тоже тираж. Такая открытка. С Новым годом. С Новым годом. Это у нас 1980 год. Фотокомпозиция Якименко. Тираж 750 тысяч. Вот такая вот открыточка. Очень симпатичная. Дед Мороз заглядывает уже в окно. Окно заиндевелое. Видите, какая хорошая открытка. Вот так вот открывается она. И она, естественно, чистая тоже. Так, с Новым годом. Вот это уже ранняя открытка. Уголочек. Два уголочка, конечно же, покоцанные. Но это не критично. Слатинский художник. Ага. 1960 год. И издательство «Советский художник». Тираж 3 миллиона. Вот такая вот открыточка. Симпатичный такой ребенок сидит возле елочки. Вот. С Новым годом. Это, по-моему, из сказки «Серебряное копытце». Сюжет. Смотрим. Художник Рудов. 74 год. И тираж у нас... Тираж не написан. Такая вот открыточка сказочная. А тут уже скоморохи. Ярмарка новогодняя. Дед Мороз с гармошкой сидит. Веселенькая такая открыточка. Так. Художник Пахитонова. 87 год. Ага. С маркированным конвертом. Отправлять по почте только в конверте. Но, к сожалению, конверта нету. Ну, вот такая вот открыточка. Симпатичная. Так, с Новым годом. Еще одна. 1968 год. Художник Куксов. Угу. Так, изобразительное искусство. Москва, 78 год. С Новым годом. Вот такая вот открытка. Любезнов. Изобразительное искусство 78 года. Тираж 2 миллиона. Вот такая вот открыточка. Симпатичная. Тоже серебряные копытцы вижу. Угу. Художник Мусихина, 73 год. Тираж 3 миллиона тоже. С Новым годом открыточка. Так. И 76-го года. Художника что-то не написали. Вот такая вот открытка на тройке. Спешит к нам Дед Мороз с елочкой новогодней. Такая открытка хорошая. Но, к сожалению, художника тут не написано. Скорее всего, в конверте все было. Вся информация. Одна из старых тоже открыток вижу. 67 год. Советский художник. Художник Серышев. Фото Мазелева. Так, цена 3 копейки была. Вот такая вот открытка. Ага, это уже по иностранным написанные. С Новым годом. Художник Тарасов. Изобразительное искусство 76-го года. Тираж 2 миллиона. Тоже в конверте пересылалась открыточка. Вот эта интересная открытка. Написана по-английски. По-английски. Вот здесь вот тоже сзади
Написано Made in USA. Ага. Это американская открытка была. Года, ничего не написано, к сожалению. Но тем не менее открытка старенькая. Ага. Такая вот с рельефным изображением таким. С Новым годом. Ага. Матанова. Цветное фото. Оформление Бекетова. Редактор Бальчевский. 1967 год. 3 копейки маркировка. Такая вот открыточка. Вот, смотрите, какая хорошая открытка. С Новым годом написано. Чертенков. 1961 год. Министерство связи. 3 копейки. Тут у нас маркировка несколько другая. Спутник, по-моему, изображен. Тема космоса. Ну, правильно, тема космоса, потому что в 1961 году, как вы знаете, был первый полет Юрия Алексеевича Гагарина в космос. А тут изображение спорта, тематики. Мальчик на лыжах катается. И написано «Мир». С Новым годом. Это, по-моему, Четвериков. Да, Четвериков. 1981 год. 80-го года. Вот такие вот открытки. Остался у меня один конверт. Но он самый такой толстенький. Толстенький конвертик. Сейчас посмотрим, что тут у нас.